Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Ее ведущие Ольга Джона и Юлия Козлова. Тема передачи «Молодежь Абхазии сегодня». И мы поговорим о проблемах и достижениях молодого поколения. У нас в студии собрались молодые люди, готовые поделиться своими идеями, мыслями и опытом. Все присутствующие представляют различные сферы деятельности. Это искусство, мода, журналистика. Также есть молодые дипломаты и журналисты. Мы не ставим целью решить проблемы, которые будут сегодня обсуждаться на передаче, но надеемся, что мы будем услышаны. И начнем мы наш диалог с человека, который не понаслышке знает о работе с молодежью. Это Милана Возба, бывший председатель Союза студентов АГУ. Милана, ты много путешествуешь, училась за границей. Расскажи, пожалуйста, немного нам о своем опыте и чем ты занимаешься сегодня. Добрый вечер. Большое спасибо за то, что вы позвали. Для меня это очень большая честь. И, как ты сказала уже, я действительно имею такой опыт. Я была президентом Союза студентов нашего университета и имела возможность непосредственно работать с молодежью. И действительно мы реализовывали большое количество проектов, и среди них были также выездки за рубеж. Ну, разумеется, есть такие случаи, когда нас, абхазов, подвергают визовой дискриминации. Мы тоже недавно слышали о том, что нашим студентам отказали в визе. Это, разумеется, очень печально, но тем не менее мы не останавливаемся, когда видим такие преграды. Мы стараемся пробиваться и дальше выходим на такие уровни, как для начала это Министерство иностранных дел Абхазии, которое, используя свои контакты, выходит на связь с Министерством иностранных дел Российской Федерации, которое уже лоббирует получение виз, и, к счастью, нам их все-таки дают. А так мы стараемся участвовать, и нас на самом деле не беспокоит, если вдруг кто-то не хочет нас видеть, значит, так оно и должно быть. Но тем не менее, я лично никогда не сталкивалась с тем, чтобы нам отказывали в визах. То есть везде, где бы я ни была, нас рады видеть. А если вернуться к твоему вопросу, чем я сейчас занимаюсь, я со своей сестрой открыла агентство по переводам. То есть теперь из разряда и категории фриланс-переводчиков мы перешли в категорию официальных переводчиков. Можете нас с этим поздравить. Ну, расскажи, пожалуйста, какие, на твой взгляд, сейчас самые большие проблемы, с которыми сталкивается молодежь в Абхазии? Ну, мне кажется, может быть, это не первая проблема, но одна из основных – это все-таки проблема с трудоустройством. Мы знаем, что у нас очень много молодых специалистов, и они все пытаются найти себе работу, которая бы соответствовала их уровню, потому что молодежь у нас действительно очень образованная. У нас есть ребята, которые получают образование, и у нас здесь наш университет предоставляет отличное образование. Я сама закончила наш университет. Также за рубежом это и Российская Федерация, и европейские вузы, и вузы Соединенных Штатов Америки. То есть молодые специалисты у нас, в принципе, достаточно профессиональные. Но зачастую они не могут найти ту сферу деятельности, в которой они смогли бы себя полноценно реализовать, потому что, ну, правда, очень сложно. Иногда вот смотришь, да, человек, специалист с блестящим резюме, и у него возникают проблемы с поиском работы. Я не знаю, с чем именно это связано. Может быть, это неправильная кадровая политика, или проблема в том, что представители более старшего поколения не так торопятся уйти на пенсию, как, ну, сейчас мы их не выгоняем, конечно же, но тем не менее эта проблема стоит не только в Абхазии острой, но и во всем мире, когда люди, которым уже пора на пенсию, все еще остаются на своих местах, и именно поэтому молодежь не может трудоустроиться. Спасибо, Милана. Ну, возвращаясь к тому, что ты говорила в самом начале, это проблема именно с тем, что нашу молодежь, которая хотела бы учиться за рубежом, к сожалению, часто не пускают туда и не ставят им визы просто по причине того, что у них в паспорте указана Абхазия. И сегодня в нашей студии Анжелика Бения, и она расскажет свою историю о том, как она оказалась в Москве, в посольстве Чехии. Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Полгода тому назад я приняла участие в проекте, который проходил в Армении, после в Турции, и третьим этапом была Прага. Я и студенты с третьего курса Аслан Кутелия, мы должны были поехать в Прагу, и там должны были пройти тренинги. Собрали необходимый пакет документов, полетели в Москву. Там в визовом центре девушка, которая должна была принять у нас документы, отказала.
имела ли право девушка, которая должна была принять у нас документы, отказать? Думаю, нет. После чего мы обратились в посольство Чехии в Москве. Там мы пытались сдать документы. То есть я была вынуждена подписать согласие об отказе, потому что, оказывается, просто потому, что у нас в графе выдан посольство России в Абхазии, по этой причине нам как-то так отказали в визе, в получении визы. Ну, хотелось бы вообще обсудить эту тему немного. Как вы относитесь? Может быть, кому-то еще отказывали в визах? И как вы на это все смотрите? Можно ли как-то это решать? И кто должен это решать? На самом деле у меня был однажды опыт, когда мне не отказали в визе, но вернули мои документы. Это была страна Бельгия, королевство Бельгия. Но что мы сделали? Мы не стали отчаиваться, мы просто решили добить до конца и подали свои документы в посольство Испании в Москве. И так как Испания – это одна из таких самых гостеприимных стран, которые, во-первых, очень хорошо ставят визы и редко возвращает документы или отказывает в визе, они нам дали визу на полгода, что, в принципе, было очень приятно с их стороны. И вот таким образом, буквально эту визу, кстати, нам поставили очень быстро, за 3 или 4 дня, или за неделю буквально. То есть мы успели попасть на ту конференцию, на которую мы были приглашены в Бельгии, да, просто окольными путями, то есть через Испанию. Может быть, можно попробовать такой вариант. Или же вообще я думаю, что было бы интересно создать международную организацию, которая бы занималась именно вопросами визовой дискриминации. Потому что очень часто, все говорят, что мы сейчас на этапе глобализации, все страны так хотят быть открытыми друг к другу, да, но на деле получается так, что нас не везде рады видеть и отказывают в визах и так далее. То есть это не совсем правильно и не соответствует таким основным принципам и правам, о которых заявляют эти же страны, например, право свободного передвижения. И очень печально, что такие случаи имеют место быть. Может быть, им стоит задуматься. Насколько я помню, и в прошлом году отказали в визах, когда группа студентов собиралась поехать. Да, эта история так или иначе, я думаю, очень многим в Абхазии знакома. И прежде всего молодым людям, поскольку это самая активная прослойка населения, которые так или иначе больше путешествуют, либо на учебу, либо по работе. Да, мы тоже в прошлом году столкнулись, группа студентов, еще тогда я был студентом МАГУ, отделения международных отношений. Пройдя курс у профессора из Свободного университета Брюсселя, Бруно Капитерса, нас пригласили для прохождения практики. И нам было отказано в получении визы. И только после этого, уже путем очень больших усилий, при помощи, прежде всего, Министерства иностранных дел Республики Абхазия, по их каналам, через МИД РФ, удалось все-таки получить эти визы. И группа студентов смогла выехать в Бельгию для того, чтобы пройти практику. Но это, безусловно, проблема очень большая. И сталкиваемся так или иначе все, наверное, и старшее поколение, тоже и молодежь. И актуальна, конечно, она для нас. Недавно слышали, наверное, все, что группа участников наших неправительственных организаций, им было отказано в визах, нашему госансамблю отказывали. Группа из 10 студентов, которые должны были проходить обучение в Италии, в городе Ассизи, есть такой колледж принц Неаполя. Там была договоренность при содействии Министерства иностранных дел Республики Абхазия о том, что студентам из Абхазии будет позволено проходить обучение в этом колледже на льготных условиях, то есть они должны были только половину стоимости платить за обучение по сравнению со всеми другими студентами. Они прошли на базе МИДовской даже курсы изучения итальянского языка, в течение месяца проходили эти курсы. Но в итоге, когда они уже все документы собрали, подали туда, чтобы поступать в университет Сизи, им было отказано по такой причине, надуманное незнание
из-за того, что они не знают итальянский язык. Хотя как бы это и предполагалось, что первый год обучения они будут изучать итальянский язык. Так что это большая проблема. Ну, могу сказать, что регулярно этот вопрос поднимается и ставится, выносится на повестку дня и на обсуждение в ходе женевских дискуссий, знаете, Министерством иностранных дел Республики Абхазия. И, безусловно, да, как ты, Милана, сказала, такой отказ в выдаче визы, он является нарушением неотъемлемых прав, присущих каждому человеку, таких как право на свободу передвижения, право на образование и так далее. И, конечно, это будем надеяться, что МИД будет решать эту проблему. И нам еще известно, что вы являетесь заместителем председателя Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии. И расскажите, пожалуйста, о самом совете, кем, когда был создан и для чего? Да, Совет молодых дипломатов при МИД Республики Абхазия не так давно был создан указом министра иностранных дел Республики Абхазия от 18 апреля 2014 года. Да, не так давно функционирует, но есть уже определенные плоды деятельности. Вот в мае сего года, уже спустя месяц после его образования, была проведена первая научно-практическая конференция, приуроченная к очередной годовщине образования Министерства иностранных дел Республики. И состоит он из молодых сотрудников Министерства иностранных дел и студентов отделения международных отношений Абхазского госуниверситета. Занимается большим спектром вопросов. Вот на этой конференции, о которой я рассказываю, присутствовал министр иностранных дел, постоянно полномочный посол Российской Федерации и множество других видных общественных деятелей. И, кстати, вот на эту тему, которую сейчас затронули, о нарушении прав граждан Абхазии, там тоже был озвучен доклад одним из членов Совета молодых дипломатов. Там много было докладов на разные темы, актуальные, прочитано. И готовится сборник, в котором они будут опубликованы. Я думаю, тоже многим будет интересно, потому что там действительно много актуальных тем затрагивалось. Кроме этого, ряд встреч проходил, в том числе со спикером парламента Республики Науру Людвигом Скотти, с профессором Лондонского университета Джорджем Хьюитом, большим другом Абхазии, вы знаете. Ну и также мы готовим договоры о сотрудничестве, уже текст готов о сотрудничестве с Советом молодых дипломатов Российской Федерации, Приднестровья и так далее. То есть у нас планы большие. И это большое подспорье МИДу нашему. Тоже вот где-то, когда большие делегации, например, вот недавно большая делегация из Турции была, журналистов помогали ребята вот из Совета молодых дипломатов встречать, сопровождать и так далее, помогали консульскому отделу протокола и так далее. Вот, так что и для молодых ребят, для студентов это, конечно, бесценный опыт, я думаю, такая практика, поэтому да, это интересный проект на самом деле, и он открыт, то есть постоянно новые ребята вступают в ряды, и вот это очень такой проект перспективный, на наш взгляд, поэтому о его деятельности вы можете прочитать, в принципе, везде в соцсетях, и вот, мы открыты всегда для сотрудничества. Спасибо, Дима. Но и также вот хотелось бы затронуть такую тему, что в Абхазии вообще есть тенденция среди молодежи, что надо выезжать куда-то, что здесь невозможно развиваться, что есть такая необходимость выехать.
но все-таки есть также и люди, которые, прожив половину своей жизни за границей, в развитых странах Европы, решают для себя вернуться на родину и продолжать свою жизнь и строить свою карьеру здесь. И сегодня у нас в студии присутствует Алмазхан Заранди. Он вернулся из Германии несколько лет назад, и вот хотелось бы, чтобы вы немного рассказали о своей жизни в Германии и почему вы решили вернуться. Здравствуйте. В первую очередь хотел поблагодарить за то, что вы меня пригласили. Большое спасибо. Возвращаясь к вопросу, почему я вернулся, или же что было главным поводом. Во-первых, это родственники, которые живут у меня почти что все здесь. Мой отец абхаз. Это был первая причина вернуться. Но в основном у меня была такая идея воспользоваться нажитым опытом в Германии и проявить себя здесь, в Абхазии, для блага нашей республики, нашей Родины, используя тот опыт, который я получил, живя там. Я получил высшее образование в Германии, я жил там 13 лет, и мне хотелось бы воспользоваться этим, показать здесь людям, что не обязательно бежать за границу, чтобы чего-то добиться, а нужно стараться сделать это здесь, так как у нас есть все возможности для этого. Спасибо. Также о студентах, которые учатся за рубежом, хотелось бы представить Амру Начкиеви. Это студентка 4-го курса Всероссийского государственного института кинематографии. И Амра. В общем, наверное, я хочу сказать 2 слова, в противовес тому, что сказал Алмазхан. Да, не у всех просто есть возможность возвращаться сюда, потому что нет кадров, нет команды, с которой мы могли бы здесь работать. То есть мне как режиссеру нужен, например, элементарно оператор, с которым я могу работать. Это не телевизионный оператор, а кинооператор, да, или там мне нужен художник-постановщик, именно киношный. И вот такие проблемы, когда возникают, и ты их сам не решишь, это должно решаться, наверное, на государственном уровне, и нужно привлекать новые кадры. То есть ты учишься по лимиту? Да, я учусь по лимиту. А в лимите не предусмотрен факультет, правильно? Сами люди выбирают? Или... Нет, ты сначала подаешь заявление на лимит, и ты абсолютно, я думаю, каждый уверен уже, на какой факультет хочет поступать. Я хотела поступить на кинорежиссуру и подавала именно на кинорежиссуру. Но много ли студентов из Абхазии учатся, допустим, в твоем университете? Вы поддерживаете какую-то связь? В моем университете я на кинорежиссуре пока единственный студент, но я знаю, что, по-моему, учится на режиссера анимации еще один студент. И, в принципе, нас только 2. Но при всем при этом мы знаем, что ты... У тебя получается здесь снимать фильмы, ты работаешь, то есть расскажи о своей позиции в этой сфере. Да, при том, что я, наверное, пока еще не решила, хочу ли я вернуться, точнее, смогу ли я вернуться сюда или нет. Я всегда стараюсь снимать все свои учебные работы, курсовую работу здесь, в Абхазии. Я их снимаю всегда на абхазском языке. То есть это мое главное условие, и, конечно, были какие-то конфликты, проблемы из-за этого в моем университете, но мы пришли к согласию, и там субтитры, и все. И после того, как я, например, отсняла фильмы на территории Абхазии на абхазском языке, мне нужно их озвучить. Озвучивать я могу, естественно, только с абхазским звукорежиссером. Их единицы. И, наверное, приходится как-то решать эту проблему. Иногда я даже представляю, неозвученные фильмы идут на уступки, а потом мне помогают здесь наш звукорежиссер Анри Гумба. И плюс, например, еще одна проблема – это отсутствие киноактеров. Но на данный момент, насколько я знаю, уже 20 студентов учатся в разных вузах, 10 из них в Питере, еще 10 поступили в этом году в Щуку, и я думаю, что мы будем с ними, конечно, сотрудничать. Но из этого вытекает вопрос. В Абхазии, на самом деле, как я замечаю, много талантливой молодежи. С чем связано то, что
Многие идут вот на какие-то стандартные факультеты, многие не могут выехать, кому-то родители запрещают. То есть как ты смотришь на эту проблему? Ну, я думаю, что если человек уверен в выборе своей профессии, он как бы... Да, пришлось конечно, ли будет... тебе побороться за то, Да, пришлось мне побороться, и не один год, и пришлось доказывать и своим родным, что мне это просто необходимо. И, наверное, просто творческий человек, он не только творческий человек, он еще должен быть очень сильным духовно, и это и проверяется в данном вопросе. Но что касается как бы того, что родители против, конечно, им не хочется отпускать своих детей далеко от себя. Хотелось бы вообще эту тему немного обсудить все вместе. Да, вот почему, как вы думаете, почему на самом деле действительно талантливые люди, которые могут заниматься безумно креативными вещами, они поступают на приевшиеся всем экономические и юридические факультеты, и как вы думаете, это влияние родителей или это какие-то установки? Вот хотелось бы услышать. Добрый вечер. По поводу того, что ты говоришь, Оля, я считаю, что эти люди, наверное, боятся каких-то изменений. Это исходя из своего опыта. Я как бы поступила на художника, да, в наш Абхазский государственный университет, но после я все-таки, у меня была мечта, это с детства у меня заложилось, я хотела стать дизайнером. И, то есть, окончив наш университет, я все-таки шла к своей цели. То есть, это зависит от человека полностью. Если у него есть цель и есть огромное желание добиться своих каких-то желаний или мечты, он будет обязательно идти к этой цели, его ничто не остановит, даже родители. Я думаю, что это отговорки. На самом деле. Ну вот хотелось бы... Второй вопрос можно? Вторая проблема, наверное, почему многие творческие люди не реализовывают себя, это то, что у нас просто негде это делать. Например, что касается моей профессии, нет факультета режиссуры в Абхазии. Это да. Это вот непросто. Есть, да, конечно, противоречивые такие моменты. Вот. Но при этом не все родители отпускают, допустим, предоставляют лимиты, но некоторые против. Вот я знаю несколько случаев, когда хотели бы поступить на дизайнерский или на мультипликационный, а родители не дают и как бы говорят, чтобы ребенок находился здесь. Вот как вы считаете, это правильно и чем это обусловлено? То есть вот ты учишься в Москве, и оправданы ли страхи родителей? То есть как ты считаешь? Я считаю, что, конечно, всегда оправданы страхи родителей, к ним нужно прислушиваться, но если у человека есть цель, он к ней идет и не обращая внимания ни на что. Ну вот хотелось бы, да, Валеру послушать, как человек, который учится на физмате, оказался на сцене и в кино. Всем добрый вечер, Холобзевка. Ну, как бы говоря о моей учебе в Абхазском государственном университете, с 8 класса я самому себе сказал, что я поступлю на физико-математический факультет. Ну, когда все вокруг говорили о том, что это как бы не твое, поступай на более творческие такие моменты, я всегда придерживался такого мнения, то, что человек на самом деле, он на 100%, даже на 50% мы не знаем о том, что мы можем, мы не знаем ничего о наших возможностях. И на примере того, что вот, к примеру, Амра, ты сказала, актеру в Абхазии, тем более кинорежиссеру в Абхазии, на сегодняшний день делать нечего. И это будет, наверное, знаете, чудо, если он в России тоже найдет себя, потому что кинорежиссура – это очень сложная вещь. Актер у нас, он может выступать в русском театре, в драматическом театре, но все равно, понимаете, это очень-очень сложная вещь. Говоря о звукорежиссуре, так скажем, да, я прожил не так уж много времени, да, так скажем, но в определенных сферах определенный опыт уже имеется. Касаемо звукорежиссера в Абхазии, он у нас на сегодняшний день один профессиональный звукорежиссер и одна профессиональная студия. Это Ама Рекордс, это Анри Гумба с его ребятами, так скажем.
им тоже, понимаете, на сегодняшний день уже некуда развиваться, потому что звукорежиссер, чтобы развивался, он должен записывать не только песни, там, вот человек пришел, сказал, я написал песню, пожалуйста, сделай. Он достиг определенного уровня. И для того, чтобы этот уровень как-то был больше, и он мог делать больше, и, включая его группу. Группу прекрасно все знаем, правильно? Им здесь, на сегодняшний день, опять же, здесь им нечего делать. Молодым группам, которые здесь играют, есть определенные фестивали, музыкальные фестивали, которых у нас, к сожалению, нету. И это именно та сфера, которая очень, очень сложно развивается в нашей стране. Наверное, это и основная причина того, что ребята поступают на экономический, на юридический. Ну, Валера, можно? Но смотри, Валера, если, например, тот же Анри Гумба, если ему здесь уже некуда дальше развиваться, скажем, единственный звукорежиссер в Абхазии уедет за границу куда-нибудь развиваться, в тот же Голливуд, предположим, да, то что останется здесь? Мы же, в принципе, мы рождены здесь для того, чтобы поднимать свою страну. Да, я понимаю, что мне приходится самой монтировать, самой озвучивать, самой сниматься, самой, не знаю, снимать как оператор. Но если я не научусь этому сама всему, я не смогу научить дальше кого-то, да. Мы все вырастем, мы все, я думаю, чего-то достигнем. Кто чего-то малого, кто каждый в своей сфере. И если ты станешь звукорежиссером, и мы будем с тобой сотрудничать, это уже 2 человека. Если будет актер, мы его снимем. Мы должны как-то развиваться, мы не должны уезжать отсюда просто потому, что не с кем работать. Нет, звукорежиссер, правильно? К примеру, я молодой парень, который хочет поступить на звукорежиссера. Но проблема в том, что я не знаю, что это такое. И чтобы узнать, я должен общаться с людьми, которые это знают. А от того, что Анрик единственный человек, ты занимаешься монтажом, ты снимаешься, правильно? Он точно так же, когда записываешь звук, он записывает, потом сам сводит, потом сам, там очень-очень много разных уровней, которые должны делать много людей. И страх перед тем, что ты хочешь быть звукорежиссером или кинорежиссером, но при этом не зная, что это такое, что это за работа, наверное, в основном это и тормозит наших ребят. А еще одна проблема, это, наверное, то, что у нас все хотят быть лидерами. То есть лидер – это понятие, как если работать в кино, то обязательно режиссером или продюсером. Никто не хочет занимать такую, там, не знаю, чуть менее маленькую такую должность. Если, там, не знаю, экономистом, то сразу директором банка. Никто не хочет делать каких-то простых вещей, не знаю, подмести улицу, никто не хочет там паять что-то. Ну, то есть все у нас хотят быть лидерами. Мне кажется, это еще одна наша проблема. Это, да, в этом плане я когда поступал на физико-математический, у меня в семье была такая проблема. Моя семья, у меня большая семья, они мне говорили о том, что ты должен поступить на экономический, и когда ты закончишь, ты должен возглавить какой-то банк. Я сказал, вы меня извините, на тот момент мне было 17, и прекрасно знаем, что в 17 лет не каждый человек может думать, как я, к примеру, сейчас думаю, правильно? И на тот момент я сказал, с чего вы взяли, что сразу после окончания университета, даже через 5 лет после окончания университета я займу должность директора банка. У нас, я не знаю почему, но сложился такой стереотип, что если человек поступил на экономический, он должен стать директором, если поступил на юридический, он должен стать там судьей или прокурором. Я не знаю почему это, и на сегодняшний день пока мне это не дано. Ну и все-таки хотелось бы вернуться к теме разговора. Это вот почему именно наша молодежь поступает на такие вот, можно сказать, приевшиеся специальности, а не на творческие, как Милан. Ну, знаете как, вот вопрос звучал следующим образом. Почему творческие ребята поступают на такие специальности, как, допустим, юриспруденция или экономические факультеты? Может быть, просто люди пытаются себя как-то огородить, то есть они создают некую подушку безопасности, вот на всякий случай, если я вдруг не смогу реализовать свой творческий потенциал, чтобы у меня было образование, с которым я смогу там зарабатывать на свои нужды, на семью и так далее. И вот с надеждой на то, что талант есть талант, и когда-нибудь, когда
наступит какой-то определенный нужный момент, он раскроется, и можно будет уже, отталкиваясь от этого, Но проблема в развиваться. чем? В самом человеке или в обществе? То есть кто должен решать проблему, чтобы Это ребенок очень изначально, индивидуально. Это очень индивидуально. имеющий талант, чтобы он не боялся развиваться? То есть в чем, от чего Ну вот это Юля, зависит? например, и даже я училась, изначально я поступила на юриста, это, наверное, было все-таки желание родителей, я думаю, в первую очередь, потому что именно они хотят огородить своих детей, и именно они хотят создать эту подушку безопасности для своих детей, и потому что они понимают, что с творческой профессией не каждый может достичь определенного успеха и финансовой какой-то, да, стабильности. Именно, я думаю, проблема в этом. Ну просто хотя бы для примера вспомнить все свои детские мечты, кто кем хотел стать. И почему-то, да, все оказываются на экономическом или юридическом. Вот. То есть от чего это зависит? Я думаю, что проблема, вот человек, который творческий, да, и поступил на юриста-экономиста, это, наверное, проблема всей нашей страны, потому что именно с этим образованием более-менее люди могут найти себе сегодня работу, и то не все. Но я, как творческий человек, который закончил профессию художника, и который сегодня занимается дизайном одежды, национальной современной одежды, то есть это было мое собственное желание. И когда, вот сейчас, вот когда я поступала в университет, тогда не было такого, что все хотели быть художником или шить, да, заниматься именно одеждой. Сейчас я вижу наоборот, очень многие, даже у меня многие спрашивали, вот как поступить, какие экзамены сдавать. То есть у нас молодежь наоборот приобщилась к искусству и вообще к творчеству в целом. И то есть желание есть. Сейчас его стало больше. И люди не боятся быть индивидуальными, что мне нравится. Если я могла наблюдать такую картину, вот когда я только поступила в АГУ, все были стандартные, все, шаблонный такой, да, образ. Сейчас каждый может как-то самовыражение, да, идет такое, извиняюсь. И каждый может придумать себе какой-то образ, каждый может сегодня говорить то, что он думает. Не знаю, мне кажется, все-таки, вот как я говорила, это зависит полностью от человека. И когда вот родители запрещают своим детям поступить на художника или на дизайнера, то есть это ты окончишь университет, и ты не найдешь себе работу, мне кажется, надо ломать просто такие стереотипы, это просто неправильно, я считаю. Потому что каждый из нас имеет свой выбор, свою жизнь, и в моей семье, например, не было никаких таких границ в выборе моей профессии. То есть я изначально знала, что я поступлю на художника, но были такие, конечно, моменты, когда я думала поступить на дизайнера, но все-таки поступила на художника, потому что это все взаимосвязано. И я поступила, и я очень довольна. То есть дальше все зависит от меня. И если, конечно, мне сегодня тоже нелегко, все очень сложно удается, и то есть если мне кто-то что-то обещал бы, я бы ждала. Когда обещают, тогда ждут. На сегодняшний день мне никто ничего не обещал. То есть я, мои возможности, моя цель, и я иду к ней, и бывают разные проблемы, это в первую очередь материальные проблемы, то есть если ты занимаешься, если ты рисуешь, это холсты, краски, всем известно, что это все очень дорого стоит. Если ты шьешь и хочешь шить хорошие вещи, это хорошие ткани, и то, что прилагается вообще к шитью. То есть есть вещи возможные и невозможные. Возможно, это то, что у тебя есть, а к невозможному надо прилагать усилия какие-то, а не ждать от чего-то. Есть большая ошибка в нашей стране, когда многие сидят, грубо говоря, на шее своих родителей. Это виноваты, я тоже считаю, что родители. Просто, наверное, мы воспитаны так на Кавказе, что не дай бог, моя дочка уедет и выйдет замуж за кого-нибудь там, или, разные проблемы, или то, что вдруг она уедет, и какие-то есть опасения, что что-то вдруг произойдет, разные бывают ситуации. Но насчет, если говорить за рубежа, я бы, конечно, уехала бы, но с маршрутом обратно домой. Все-таки зарубеж, он дает свое, то, что Амра говорила, то, что если все уедут, да, там, но практика и опыт — это вещи, конечно, то, что говорит о многом, и люди, которые занимаются искусством, они уехав за рубеж, все-таки
ты находишь там какую-то дозу вдохновения, которая после ты уже заряжаешься новой энергией, и ты приезжаешь, уже тебе хочется творить, делать, и ты видишь уровень, то есть ты хочешь соответствовать. И мы понимаем, что в нашей стране очень много талантливых людей. Если будет какая-то опора, поддержка, это многое значит. Например, сегодня со мной есть мои люди, которые меня всячески поддерживают. То есть моральная поддержка, это уже о многом говорит, чем материально. И меня делает это сильнее. Опыт — это именно то, что нам необходимо. Конечно, опыт. Особенно в таких профессиях ты не можешь получить этот опыт здесь. Тебе нужно обязательно получать его за рубежом. И все-таки, если есть желание, всегда. И бывает, конечно, минуты уныния, когда ты думаешь, что все это не то, что я хотел, это не мое, и все-таки потом приходишь это как-то по наитию, наверное, и ты понимаешь, что нет, все-таки я должен собраться, сделать это, потому что если ты сам себе не поможешь, я думаю, что навряд ли кто-то будет заботиться о тебе, даже в нашей стране. Можно я скажу как человек, который использует любую возможность для того, чтобы чему-то научиться, как-то пополнить тот багаж знаний, который уже накоплен. А некоторые из этих знаний, навыков я получаю за рубежом тоже. Но мне всегда очень хочется найти применение этим знаниям здесь. Я это делаю для того, чтобы вернуться сюда, в Абхазию, и уже вот пытаться как-то быть тем самым механизмом, той самой гаечкой или шестеренкой, которая вот в этом нашем моторе будет двигать Абхазию вперед. И очень обидно иногда, когда вот ты смотришь, да, допустим, на резюме свое, вроде вот постарался там и на конференции поездил, и на тренинги разные, и так далее. И смотришь на резюме, вроде все отлично, а вот работу найти никак не можешь. Но не стоит на самом деле печалиться, все границы, которые существуют, они существуют в нашем сознании, в нашей голове, а их нет вообще вокруг нас, они только здесь. И нужно просто не бояться их рушить. Ну вот хотелось бы обратиться к Тенгизу. Вот как ты думаешь, стоит ли иногда переступать через самого себя, может быть, через стереотипы, которые устоялись у нас в стране, и идти к своей цели, несмотря ни на что? Конечно, я думаю, что если внутри человека какие-то там, в кавычках, колокола бьют, что это его цель, я думаю, что надо идти к ней. И это вообще прекрасно, как у Черчилля есть такое высказывание, дословно не помню, но корабль плывет, и там огромные волны, их много, и они больше, чем корабль, но он их побеждает, потому что у него есть цель, а у этих волн этой цели нету. Поэтому вот мне понравилось, что Мадонна Аргун говорит, что она идет к своей цели и так далее, потому что, и молодежь вообще, она, как правило, ломает. Иногда бывает, что вот традиции и обычаи, это все никогда нельзя переступать, потому что это многолетний, тысячами, сотнями лет накопленный опыт. Иногда ты не видишь смысл, но он всегда там есть. Но если ты чувствуешь внутри, что это твое, что ты какими-то делами хочешь заниматься, конечно, экономисты, юристы, это больше из-за того, что родители, опять же, говорится, из-за страхов каких-то. Страхи, я думаю, надо отбрасывать. И они никогда не помогают идти, конечно, надо к своей цели. И это прекрасно. Я вот вас слушаю, думаю, что вы одна. К ссожалению, не вся молодежь такая. И есть в худшем состоянии намного и мало перспектив и так далее. Но я думаю, насчет того, что вопрос ты сказала, конечно, надо идти к своей цели всегда. Если она есть, значит, у тебя есть смысл. А вот какой совет вы могли бы дать молодежи, которая все-таки немного находится в унынии, и вот стоит ли им все-таки пытаться как-то взять себя в руки, или все же это бесполезно? Вот именно как вы думаете? Да. Я не знаю, но вот если говорить о молодежи мужского пола, то что значит в унынии? Конечно, должен всегда взять себя в руки, и в любых ситуациях у нас очень Абхазу вообще и молодежи в любом случае, чтобы знать, для чего надо знать историю. Она очень у нас гордая и свободолюбивого народа вот этого, но иногда сегодня, когда мы слушаем тоже в то же самое время нынешнюю действительность, там продажные чиновники что-то говорят, жизнь она чуть-чуть другая, и картина не складывается. Но вообще, вот когда говорят, должны быть перемены и так далее. Перемены сами по себе не придут, тоже если мы их не будем делать сегодня. И
вот так получилось, что в силу обстоятельств, например, касаемо молодежи тоже, я был в гуще событий вот сейчас майских и предтечи всех их. И так получилось, что впереди оказалась инициатива брала на себя молодежь. Но я сейчас не о политике, а о том, что есть прослойка, значит, в Абхазии, которые готовы, молодых людей сравнительно, которые готовы взять на себя инициативу и за то, как они видят, бороться за это и менять ситуацию реально. Это хорошо, потому что должны быть всегда пассионарии, они двигают общество. И Абхазия всегда была из поколения в поколение, как так пафосно скажем, где всегда были герои, и они должны быть дальше, которые иногда можно выходить за рамки, когда внутри твоя честь и совесть тебе говорит, что это правильно. Старшее поколение сегодня тоже прошло свой путь, лучшие уходят всегда, лучшие из лучших уходят первыми. И у нас маленький народ, это весь цвет нации у нас погиб, а после войны, которые остались живы, они первые уходили. Это была очень нехорошая обстановка после войны. Но мы должны взять себе в руки. Мы маленький народ, но я думаю, что Бог на нас смотрит, Он всегда на нас смотрел. И, кстати, не столько зависит даже от власти, которая сегодня, сколько от молодежи и насколько она, потому что только молодежь, молодые всегда двигают общество вперед, когда еще есть внутри такие порывы, когда ты можешь двигаться вперед, мы должны это сделать, и будьте сильными, будьте бесстрашными, и тогда наша Апсне загорится другим духом совсем. Идите к своим целям. Спасибо большое. Наша сегодняшняя передача подходит к концу. И в завершении хотелось бы отметить, что в нашей стране действительно большое количество талантливой, умной, креативной молодежи. И несмотря на все сложности и препятствия, с которыми они сталкиваются, они все-таки преодолевают их и идут к своим целям. Спасибо всем, кто принимал участие. Спасибо телезрителям. Это была программа «Диалог». До свидания. До свидания.